Министерство образования и наук Чеченской Республики состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса «Воспитать человека». Сегодня, в 21 веке, когда идет глобализация, реформа, модернизация, когда обесцениваются ценности, воспитание приобретает еще более значимую роль. Целью конкурса было не только выявить талантливых педагогов, воспитателей, но и обновление содержания воспитательной работы, новых технологий, методик, распространение опыта лучших. Всего участников было 16 человек, но жюри выбрало лучших, тех, кто справился со всеми заданиями. Право объявить имя победителя было предоставлено первому заместителю министра образования и наук Чеченской Республики Хожахмеду Халадову. У вас миссия очень благородная, очень яркая, выразительная. Вот. И вы не то что до детей, вы до членов жюри сумели достучаться. На самом деле конкурс, значит, приобретает силу, вы растете, вот, работает Институт повышения квалификации, не посчитайте, что это реклама, Институт повышения квалификации работников образования, ваши коллеги на местах метод объединения, вы сами совершенствуетесь. К сожалению, здесь на мероприятии нету министра, он на совещании в Москве. Вот, так вот, как образцовое, когда проходило совещание, и Фурсенко, министр, показывал сайт Министерства образования и науки Чеченской Республики. Вот. Есть какие-то другие успехи. Идем, в принципе, в правильном русле. Ну, есть над чем еще, конечно, поработать, но идем в правильном русле. И идем, как кажется, ну, в образовании нельзя вот прыгать скачкообразно. Это слишком ответственное направление, и здесь нельзя вредить. Поэтому идем планово, размеренно, но в нужном, в том русле, которое приведет, я надеюсь, к нашему светлому будущему. Вот. Вместе со всеми добрыми словами хочу вам сказать добрые слова и в канун Нового года, и от лица министра, и от себя лично, всех наших коллег, пожелать вам всего доброго, наилучшего, чтобы у вас была такая зарплата, чтобы нефтяники завидовали. Нет, это не означает, что нефтяникам надо снизить, вам повысить. Да. Ну, я разделяю, присоединяюсь к вашим пожеланиям. Ну, наверное, ждут наши победители, да. Второе и третье место, кто занял, они потом заберут свои компьютеры, которые заслужили. Вот они здесь стоят, возле Лейлаш. Да, а то дакача компьютер, я цей бош, ого, хизмадойшо, ёлшишо, немет шейла, цахдахватори, шейла лул бие шахдахватори, шейлу агдирду, шуюш возле Лейлаш, да, Берткиюль. Итак, награждается за первое место в республиканском конкурсе «Воспитать человека» Мальцагова Марха Салмановна. Гимназия номер 10 село Знаменское. Я говорю, вам ноутбук. И ленту. Хилшин, Лерми, Хамби, Жюри. Шусах Тишер, Эрен Цахалит, Сахажуришин. Эйс Бершин, Махьехар, Сидолш, Сидол Нохчу, Яхьол Шхил, Цетларья Хажуришинса. Также хочется сказать всем, что в этом конкурсе нет победителей и побежденных, потому что тот, кто носит имя, величественное имя, педагог, есть уже победитель. Так как он несет самое, извините, свет, доброту, знание, самому дорогому, что у нас есть, детям. Коллегам тоже спасибо огромное. К этому я шла не одна. Со мной были мои коллеги, мои девятиклассники, мой руководитель Ибрагим Цицурович. Спасибо им тоже за оказанное доверие, за поддержку. Сергеева Раисат Гусейновна, средняя школа номер 3,
Ларисы Наурской за второе место в республиканском конкурсе «Воспитать человека». Желаю вам силы, вдохновения и терпения вложить всю красоту человеческих ценностей в души наших детей. Получила истинное удовольствие поучаствовать в этом конкурсе в составе членов жюри. Зачитаю диплом призера, занявшего 3-е место в республиканском конкурсе «Воспитать человека». Это Умарова Зулай Изновровна, Центроровская, СОЖ номер 2. Действительно, мне очень понравилось ее мероприятие, это было незабываемо. Здесь же на празднике Хожахмед Халадов вручил правительственные награды ветеранам образования. Указ главы Чеченской Республики о награждении наградами Чеченской Республики. За значительный успех в организации совершенства учебно-воспитательного процесса, многолетний добросовестный труд присвоит почетное звание «Заслуженный учитель Чеченской Республики». Ислангирееву Рамзану Ильясовичу, директору государственного образовательного учреждения специальной общеобразовательной школы-интернат для глухих и слабослышащих. Айдар Беркель, у него очень сложный фронт работы и настолько добросовестно работает и старается, что ту благодарность я не умею выразить, но я знаю, что родители этих детей и сами дети это делают. Айдар Беркель, почетное звание «Заслуженный учитель Чеченской Республики» Амалаеву Бексолту Магомадовичу, многолетнему директору государственного образовательного учреждения специальной школы-интернат для слепых и слабовидящих. Приказ Министерства образования Российской Федерации. За значительный успех в организации совершенствования учебно-воспитательного процесса присвоит почетное звание почетный работник общего образования Российской Федерации Пайзулаевой Манаш Адизовне, заведующий методическим кабинетом государственного образовательного учреждения специальной общеобразовательной школы-интернат для глухих и слабослышащих. Закрывая праздничное мероприятие, Хожахмед Халадов поблагодарил учителей, жюри и руководителей образовательных учреждений за работу, которую они выполнили в подготовке и проведении конкурса «Воспитать человека». Där har vi kört emot då konkurs där och jury bolcha national deres khol شيء هو عدتين شو تشيك دولش أشوف شو الخير كل هذا وقاعدة لكن لا يرم بينه هي هرب بقولش إنه شو مسيت دينا لا سيد شو ده دو ده بين بروفيسور يوشنا بركة الودوش تاع ميرفي أشكا تاع ده لا تاع شقط الخوش بهوش الرئيسخل أوجر بق بركة شندو هي هرباشنا وليشنا تعيد البيت كبير أشيل واشون. В президентском лицее состоялся фестиваль «Культура Вайнахо», организованный молодежным движением «Диалог». В нем приняли участие активисты школ Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Мы сегодня захотели провести вот такое совместное мероприятие к концу года, к началу Новому году, то есть «Культура Вайнахо», чтобы наши активисты, дети с двух регионов сегодня пообщались, познакомились и показали нам, спели нам, что все-таки вайнахский народ, Республика Ингушетия, Чеченская Республика – это братья и сестры. Как много у нас общего, можно сказать, почти все. И сегодня они своими достижениями, своей учебой, то, что учились в данном проекте, и своей дружбой, миротворчеством и толерантностью нам покажут очень интересные номера. Мне бы хотелось сейчас представить вам директора президентского лицея Замани. Замани, хотелось бы в самом начале сказать вам слова благодарности. И хотелось бы на открытии, чтобы вы сказали слова пожелания как нашим гостям и нашим детям Замани.
самый активный директор Чеченской Республики, с которым мы взаимодействуем не первый год. Я приветствую гостей, своих учащихся. Желаю вам, чтобы вот это начинание было успешным, плодотворным, чтобы наша молодежь росла именно такой, какой мы ее хотели бы видеть, а мы хотим ее видеть умной, интеллигентной, креативной, одаренной и, в общем, в лучшем виде. И интеллигентной, и интеллектуально развитой. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, в том числе и своего заместителя по дополнительному образованию Олесю Сапарбека. Хотя у нас очень много работы, все-таки воспитательная работа всегда являлась приоритетной. Даже если 7 пядей во лбу этот человек, если он не воспитан, если он не интеллигентен, с ним очень сложно сосуществовать. И все его знания не приносят положительных плодов. Поэтому я вам желаю успехов, искренне благодарю вас. На протяжении всей многовековой истории у вайнахов складывались обычаи и традиции, которые отличаются своей самобытностью и уникальностью. Участники фестиваля подарили частицу самобытной культуры вайнахского народа. Фестиваль завершился выступлением Деда Мороза и Снегурочки, которые специально приехали из Ингушетии, чтобы поздравить наших детей. — 29 декабря в резиденции главы республики в городе Гудермес состоится новогодняя детская елка. Какая программа ждет наших ребят, мы решили узнать у Зареты Магомадовой. По распоряжению Рамзана Ахматовича Кадырова всем детям, отличившимся в учебе, талантливым детям, предоставляется возможность принять участие на праздничном мероприятии, которое будет сопровождаться с волшебной сказкой. Все секреты я не буду раскрывать, но вас ждет прекрасная сказка, прекрасный новогодний праздник. Выражаем благодарность Комитету правительства Чеченской Республики по делам молодежи за организацию новогодних праздничных мероприятий для школьников. 14 декабря в третьем корпусе Чеченского государственного университета состоялась встреча технических и коммерческих специалистов корпорации ЦИСКО со студентами и преподавателями математического факультета ЧГУ и специалистами управления информатизацией. Также на встрече присутствовали представители Министерства образования и науки и других вузов республики. Сотрудники компании ЦИСКО провели презентацию своей работы в области образования. Подробнее рассказать об этой встрече мы попросили проректора ЧГУ Саламбека Абдулазимова. На встрече были предложены решения для образовательного учреждения, основной целью которой является автоматизация учебного процесса. После встречи состоялся круглый стол, где более подробно были обсуждены детали дальнейшего сотрудничества. С компанией Cisco Systems у нас уже сложившиеся партнерские соглашения, уже который месяц функционирует в третьем корпусе Чеченского государственного университета сетевая академия Cisco, где любой желающий студент может пройти бесплатные курсы по сетевым технологиям с последующей сертификацией
в компании ЦИСКО. Нам были предложены некоторые технологии от компании ЦИСКО, которые мы со следующего года планируем внедрять в учебный процесс нашего вуза. Что это дает студентам? Мы живем в мире информационных технологий, и сейчас эта тенденция распространяется во всех вузах России. Основной целью нашего вуза на данный момент является полная информатизация всего учебного процесса, автоматизация всех элементов деятельности. Со следующего года у нас планируется внедрение электронного документа оборота, и вся система документации, вся бумажная документация, которая до сих пор у нас функционировала, вот таким образом будет переходить на электронный вид. Чеченский институт повышения квалификации работников образования подводит итоги за 2011 год. По словам ректора Ганги Ильмурзаевой, год был сложным, но интересным. Есть успехи и достижения. 2011 год был достаточно сложным, но и в то же время очень интересным. Главным достижением Института повышения квалификации я, наверное, назову подготовку учителей к введению новых образовательных стандартов. Это начальная школа наша. Хочу сказать, что, наверное, не во всех регионах сложилась такая ситуация, как у нас. В рамках обеспечения условий внедрения нового образовательного стандарта сегодня во всех первых классах Чеченской Республики есть интерактивная доска, компьютер. Все зоны в классе поделены на зону для занятий и зону отдыха. Хотелось бы сказать огромное спасибо родителям, которые с таким пониманием отнеслись к тому, что их дети будут учиться по-новому. Родители не только материально помогли, купив пылесосы, телевизоры в некоторых учебных заведениях, а родители помогают с питанием, так как во многих школах введена внеурочная деятельность. Поэтому за такое понимание сегодня надо сказать им огромное спасибо. Хочу сказать, что интерактивные доски, которые стоят в первых классах, здесь надо быть объективным, наверное, не во всех образовательных учреждениях, но в большинстве из них используются, потому что нам удалось учителей научить в том числе и работать с интерактивной доской. И самым главным подарком, который сделало Министерство образования, системе образования, наверное, будет то, что на следующий год поставки интерактивных досок опять нашим первоклассникам будут идти в таком же размере, как и были в том году. И, наверное, еще одно, это то, что весь директорский корпус у нас был подготовлен к введению новых образовательных стандартов. Поэтому и учителей, и директоров хочется поблагодарить за такое ответственное отношение ко всему, что было связано с введением нового образовательного стандарта. Наше интервью записывается в преддверии Нового года. Вот ваши пожелания, поздравления. Есть прекрасная возможность поздравить всех учителей, всех работников образования с этим прекрасным, замечательным праздником, Новым годом. Праздник действительно замечательный, и прежде всего, наверное, замечателен тем, что это тот праздник, в отличие от многих других, который все-таки связан с ожиданием чуда. И в каком бы возрасте мы ни были, мы все равно всегда верим, что это чудо может произойти. Вот прежде всего, наверное, я бы всем пожелала чуда. Учителям чудо с заработной платой. Пожелала бы всем мужчинам быть щедрыми, мужественными. Всем женщинам пожелала бы, особенно мамам, чтобы глаза их всегда светились счастьем их дочерей, мужественностью и состоятельностью их сыновей, чтобы они могли гордиться за своих детей. Пожелала бы всем детям замечательных учителей, которые никогда не ставят двойки и не задают домашних заданий, а умеют все это делать в классе. Нашему телевидению пожелала бы замечательных передач и всем жителям Чеченской Республики процветания нашей республики, которое мы все в течение этого прошлого уходящего года наблюдали, и надеемся, что прекрасное будущее и чудо ждет и нашу республику. С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! Дорогие телезрители, стало уже традицией, когда в уходящем году последний выпуск программы закрывает министр образования и науки Чеченской Республики. Мы не стали нарушать эту традицию и в этом году. Для Министерства образования,
для образования вообще республики, и не только республики, Российской Федерации. Я считаю, этот год был успешным. Наконец-таки федеральный центр обратил очень серьезное внимание образованию. Мы все знаем, в этом году был принят комплекс мер по модернизации образования Российской Федерации. Это предложение выдвинул председатель правительства Владимир Владимирович Путин. И вот с 1 сентября зарплаты наших учителей увеличились на 32%. Это вот наша республика. Выделены деньги на закупку оборудования, улучшение школьной инфраструктуры. То есть действительно год запомнится тем, что было огромное внимание со стороны высшего руководства страны. Кроме того, этот год запомнится снова же еще вновь открываемыми школами буквально. И вчера мы открыли новую школу в селе Гойты, то есть это была очень серьезная проблема стояла в этом населенном пункте. Переполненные были школы. До этого еще ряд школ открыто, то есть мы не стоим на месте, двигаемся дальше. Год запомнится снова тем, что мы перешли на новые государственные стандарты. То есть каждый первоклассник, пришедший в этом году в школы, занимается уже совершенно по новым программам. И все учителя, которые преподают в первых классах, были переподготовлены у нас в течение летнего периода, обучены на работах с интерактивными досками и работе со стандартами и новыми программами, которые предъявляет тоже снова же федеральный центр. И вот я думаю, сделано на самом деле много за год, но, конечно, образование это такая сфера, где результат приходит с годами. И, конечно, хотелось бы большего, но медленно, но верно мы идем так в правильном направлении и продвигаемся вперед. Снова же этот год запоминается тем, и я всегда это отмечаю, рад, что наши родители учащихся, все больше и больше внимания оказывают процессу обучения своих детей. Если раньше они замыкались на том, что их не основной проблемой было одеть форму, купить там портфель, ручки, отправить в школу, теперь они уже серьезно интересуются внутренней составляющей школы, уроками, преподавателями, и в большинстве случаев предъявляют нам требования и критику. И я благодарен им за это. Если бы не эта критика, не эти их замечания, то мы бы действительно не двигались вперед и так, жили бы в таком розовом, так скажем, пространстве и думали, что у нас на самом деле все хорошо. К чему я это говорю? То есть родительская общественность, вообще общественность республики заинтересована в том, чтобы не купить этот диплом, не приобрести этот аттестат где-то на базаре, а чтобы действительно уже дети получали знания. Это действительно большой шаг вперед. Наше интервью записывается в канун Нового года. Ваши пожелания, поздравления всем жителям нашей республики. Ну, во-первых, я хочу поздравить самого главного жителя нашей республики, главу Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы все те проблемы, которые были, остались в старом году, а все хорошее было в новом году. Действительно, по его поручению, под его руководством в 2011 году было сделано очень много. Это и год Наурского района, и год Аргуна, и все сферы, которые жизнедеятельности республики были задействованы. То есть этот год действительно можно считать продуктивным. И очередной раз он показал, что он является действительно волшебником, как его даже дети на елках представляют. Вот. И хочу поздравить, дальнейших успехов ему в работе. Кроме того, я хочу поздравить от себя лично и от работников Министерства образования всех педагогов нашей республики.
хочу поздравить учащихся, студентов, а также их родителей. Желаю им успеха в работе и успеха в обучении. Я думаю, те проблемы образования, которые мы уже наметили и выявили, мы в ближайшие годы и в 2012 году мы будем их решать и действительно не разочаруем всех жителей нашей республики. Шу асдагар кельшарсде алдо. Чечен.